Всем привет! Сейчас мы собираемся ехать в Вену. Под такую музыку, прям атмосферную, романтичную, мы въезжаем, мы пересекаем границу Чехии и Австрии и едем прямиком в Австрию. Вот прям вот идеальная, да? Вот вы подумали бы, вот может во Францию нужно въезжать под такую музыку, но нет. Если бы мы въезжали во Францию, там должен был бы быть аккордеончик такой на фоне, такой мужской, все-таки картавый такой голосок. А вот здесь вот именно вот Австрия, да, вот Австрия. Вот не Словакия, не Германия, вот именно Австрия. Сейчас мы находимся на границе Австрии и Чехии. Здесь есть вот такой магазинчик duty free. Сейчас мы туда идем, посмотрим, что там есть. Жертвы шопинга. Нет, джинсики. Полчаса перерыв. Сейчас решил немножко сходить на сеанс массажа. Вот, в принципе, и в Казани же у нас такие стоят. А сколько здесь стоит? Здесь стоит 18 рублей 4 минуты. Куча магазинов. У нас буквально было полчаса. Мы пробежались. И кроме твистера в KFC больше ничего не купили. Даже мини-твистера. Ладно, едем в Вену. Ну вот мы, собственно говоря, уже в Вене, и опять же музыка соответствует всему, что происходит. Можно что там конкурс устроить на лучшую пару, там что-то такое. Только что была лекция, и сейчас мы прервались на кофе-брейк. Вот в этой комнатке все пьют кофе, чай и едят печенье. В Вене уже давно, но у нас была лекция, потом автобусная экскурсия, и сейчас наконец-то есть время, чтобы свободно погулять по этому прекрасному городу. Давайте же посмотрим, какая она Вена. Так, гуляем буквально 10-15 минут. У Нияза Муртазина здесь и знакомый, здесь есть друг, коллега. Мы сейчас хотим с ним пересечься, увидеться. Вообще первые впечатления такие, что очень много людей просто бегают. Вот что, Мазерати хотят ребята. Ну вот, машины на самом деле очень классные. В центре, как бы, в Праге такого не увидишь. Очень много людей на велосипедах. Вот, например, она, конечно, не... Но она идет, и есть велосипедные дорожки отдельные. Вот. Но посмотрим, что нас ждет, потому что каждый раз, когда мы куда-то заворачиваем, это что-то новое для нас. Наблюдение. Мы, конечно, люди не курящие, но люди здесь сигареты покупают вот из автоматов в основном. Вот, что это интересно? Вот эту марку. Это, не знаю, вот Marlboro или Camel. Да, вот. It's our friend Якоб. Hello. Hello. Вот. Надо рассказать про то, что мы кушаем. Мы решили в национальном таком месте поесть. Вот, нам дали суп. Я ел суп с блинами. Это вообще было что-то. Кстати, тут надо сказать, очень классная фишка. Вот, на летних, тут погода как в России примерно, и вечерком холодно, и вот есть такие штуки, которые греют сама тот данный момент, видите? И очень тепло. Вот. Известное австрийское блюдо это шницель. Вот шницель, гарнир подается отдельно. Да. Нам тоже скоро принесут. Это куриное мясо в кляре. Куриное мясо в кляре, грубо говоря. А и к нему подается картошка и салат. Хорошо. Вот. А Лиля взяла... это Безумно паста, но она вкусную такая пасту. по-австрийскому. С салатом. Да, там не она рыба безумно вкусная. или мясо все? Мясо. And we are also bringing a show car. Я вообще не знаю, как описать то, что сейчас здесь происходит. Вообще в целом в Вене и сейчас. Это место, где построили сцену, там вот кто-то поет. Очень много народу, здесь темно, не видно. Но, как объяснил нам наш друг Якоб, в Вене тоже празднуют праздник, посвященный Дню Победы. Правда, его празднуют 8 мая. Вот, и сейчас просто огромная куча людей здесь. Вот, я решил все включить. Огромная куча людей здесь тусит просто. Это Вена, это очень классно. Вена меня покорила абсолютно точно.
Ахмат, вот у нас на День Победы Дима Билан выступает. Да даже Дима Билан. Да, это и то хорошо. А тут вот такое видео устроено. Наш день в Вене потихонечку подходит к концу. Мы уже собираемся ехать в отель. Ну, я даже не знаю, что сказать. У меня нет слов. Это просто очень классный город. Причем, при том, что мы увидели совсем немного. И хорошо, что он попался Якоб, который нам показал классные места, красивые. Ладно, пока. Завтра мы опять будем в Вене. И завтра еще немножко поснимаем Вену, а вечером уже приедем к себе в отель обратно, в Чехию.